Главная тема уходящего дня. Количество жертв теракта в Турции увеличилось до 30. Посольство Кыргызстана в Анкаре не располагает данными о пострадавших кыргызстанцев. На юге Казахстана удалось взять под контроль ситуацию в селе Бурыл, где после убийства ребенка начались столкновения между местными жителями на этнической почве. И гость студии расскажет о предстоящих выборах в местные органы власти, которые пройдут в марте по всей республике. Это новости на канале ОНБИР. Здравствуйте! В районе правительственных зданий в центре Анкары в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, погибли, по последним данным, 28 человек, более 60 получили ранения. По информации посольства Кыргызстана в Анкаре, граждан Кыргызстана среди пострадавших нет. Подробности далее. Взрыв прогремел в самом центре Анкары в 18:30 по местному времени. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в автомобиле. Бомба сдетонировала, когда водитель поравнялся с двумя автобусами, перевозившими военных. Они стояли в пробке, начался пожар. 28 человек погибли, 61 получили ранения. Турецкий премьер Ахмед Давутоглу, который должен был в среду отправиться с визитом в Брюссель, отменил поездку. Турецкие власти называют случившееся терактом. По их информации, после нападения в центре Анкары в соцсетях стали появляться слухи о других атаках, однако они не подтвердились. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял. Раньше нападения в Турции устраивали боевики, запрещенные в России группировки «Исламское государство», курдские сепаратисты и другие радикальные политические группировки. Наша решимость отомстить за эти атаки, направленные против нашего единства и будущего, растет с каждым разом. Мы не свергнем с пути борьбы с терроризмом и будем продолжать ее как в Турции, так и за ее пределами. Жертвы, которые мы несем, переполняют чашу нашего терпения. На юге Казахстана, в 15 километрах от города Тарас, в селе Бурыл, в результате межэтнического конфликта произошли массовые столкновения. После убийства 5-летнего мальчика-казаха представителям турецкой диаспоры более 200 местных жителей требовали выселения семьи задержанного, после чего собравшиеся стали использовать оружие и забрасывать камнями дом семьи задержанного. Власти Казахстана приняли решение ввести в населенный пункт усиленные отряды полиции и национальной гвардии, которым удалось взять ситуацию под контроль. Новости Кыргызстана. Государственные регистрационные службы обратились к гражданам Кыргызстана в связи с предстоящими выборами в местные кеңеши с просьбой проверить свои данные в списках на официальном сайте Центра избиркома. Согласно указу президента, выборы в местные кеңеши пройдут 27 марта текущего года. О том, как идет подготовка к выборам в местные органы власти, мы побеседуем с нашим гостем в студии, членом избирательной комиссии Кыргызстана Жаркын Бапановой. Здравствуйте, Жаркын. Скажите, как идет подготовка к выборам? Сколько партий зарегистрировано на местные выборы? Ну, вы знаете о том, что уже был подписан указ о проведении выборов в местные кеңеши Кыргызской республики. И сейчас Центральная избирательная комиссия начала такую большую масштабную подготовку к проведению этих выборов. На сегодняшний день вы знаете о том, что выборы в городские кеңеши будут проходить в городе Такмак, Балыкчы, Каракол, Кемени, в городе Ош и в Малюсо. И, значит, в эти туда выборы будут проходить, только депутаты должны выходить от политических партий. Уже, значит, в каждом городе различное количество партий зарегистрировано. Например, в городе Кемень 14 партий зарегистрировано, в городе Балыкчы тоже 14, в городе Каракол 10 политических партий. Поэтому и в городе Аше тоже 12 политических партий. Я думаю, что это политические партии, которые будут идти на выборы. На сегодняшний день уже во всех избирательных участках вывешены списки избирателей, которые должны участвовать в выборах в местные кеңеши. А вот внесены ли какие-то обновления и чем будут отличаться нынешние выборы? Ну, во-первых, это, конечно, обновление есть. Значит, выборы будут в этом году проводиться только по биометрическим данным. В списке избирателей заносятся только те граждане, которые прошли биометрические данные. Если они не прошли биометрические данные, они в списке избирателей не вносятся и, естественно, не имеют права голосовать.
И также выборы будут проходить значит, используются автоматически считывающие урны на всех избирательных участках, которые будут проходить в местные кениши. Но во время парламентских выборов были недочеты и жалобы со стороны граждан. Какие мероприятия проводятся, чтобы не допустить этих ошибок? Значит, в настоящее время вы знаете о том, что биометрические данные делает непосредственно было правительством, вернее, законом поручено это Государственной службе по регистрации населения, ГРС, значит, и вот они сейчас делают эти списки избирателей. Но если, например, человек не в списке избирателей нет, он на сегодняшний день, проверив себя на избирательном участке, может подойти, ему скажут, где нужно сдать биометрические данные. Значит, в законе четко написано, что если кто-то в списке избирателей заносятся только те граждане, которые прошли биометрические данные. Поэтому я хочу обратиться с вашей, как говорится, используя вашу передачу, и сказать, что наши все жители, которые хотят проголосовать и должны занестись в списке избирателей, то они должны себя проверить в списке избирателей. Эти списки уже вывешены с 11 февраля. И в списке будет висеть до 12 марта. Поэтому я прошу всех граждан, которые хотят проголосовать за своих кандидатов, должны пройти биометрические данные и, значит, включиться в списки избирателей. Те избиратели, которые голосовали во время парламентских выборов и были в списке избирателей, прошли биометрические данные, они, конечно, автоматически заносятся. Джаркан, спасибо, что уделили нам время. Другим темам. Турецкие болельщики посчитали провокацией выходку российского футболиста. Футболист российской команды «Локомотив» по завершению матча с турецкой командой продемонстрировал футболку с изображением президента Путина. Экс-президент Франции Николя Саркози вновь оказался под следствием. Его обвиняют в незаконной трате средств во время предвыборной кампании. Переводить тексты с кыргызского на иностранные языки теперь стало проще. В переводческий ресурс Google Translate добавлено около 1 миллиона кыргызских слов. Подробности далее. Правоохранительные органы Кыргызстана объявила в розыск представителей неформального националистического движения «Патриот» после появления в сети интернет-видео, где запечатлены издевательства над 2 гражданками Кыргызстана. Действие проходит в Москве. На видео группа молодых людей в насильственной форме ведут допрос 2 девушек. Агрессивно настроенные молодые люди обвиняют женщин в связях с иностранцами. Отметим, что это не первое подобное видео, ставшее достоянием общественности, на котором молодые, называющие себя патриотами Кыргызстана, издеваются над молодыми женщинами. Далее о мировых новостях. Экс-президента Франции Николя Саркози допросили по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании. 61-летний Саркози был приглашен во вторник в мировой суд Парижа. На протяжении 12 часов Саркози отвечал на вопросы следователей. По итогам разговора было принято решение вновь начать следствие по делу о незаконном финансировании президентской кампании 2012 года. Дело получило название «Бигмалион» по названию пиар-агентства, отвечавшего за предвыборную кампанию Саркози. По его результатам Николя Саркози может потерять в дальнейшем право участвовать в выборах на пост президента Франции. США и Тайвань обвинили Китай в размещении своих ракетных комплексов на спорных территориях. Выдумками западной прессы назвал глава МИД Китая сообщение о том, что Пекин разместил зенитно-ракетные комплексы на спорном острове в Южно-Китайском море. Подробности в репортаже. Американский телеканал Fox сообщил о размещении Китаем зенитно-ракетных комплексов на спорном острове Вуди. Остров является частью Парасельского архипелага в Южно-Китайском море. Китай захватил его в 1974 году, разместил там военный гарнизон и построил аэропорт. Но Вьетнам и Тайвань права Пекина на остров не признают. Сообщения о ракетах вызвали переполох в регионе. Информацию официально подтвердили Вьетнам и Соединенные Штаты. Власти Тайваня заявили, что эти комплексы представляют угрозу и для военных, и для гражданских самолетов. Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с коллегой из Австралии Джулией Бишоп назвал эти сведения выдумкой западной прессы. Министерство обороны Китая заявляет, оборонные объекты на этих островах и рифах находятся уже много лет, и таким образом новости о размещении ракет не более чем шумиха на ровном месте. Пекин претендует на большую часть акватории Южно-Китайского моря и практикует строительство искусственных островов для расширения зоны своего контроля. Соединенные Штаты настаивают на необходимости патрулировать маршруты судоходства, чтобы обеспечить свободную навигацию в регионе, где территориальные споры ведут Вьетнам, Малайзия, Бруней, Филиппины и Тайвань.
Новости из мира спорта. Турецкая газета «Yeni Sabah» назвала путинской провокацией поступок российского футболиста во время отборного матча Европейской лиги чемпионов. Инцидент произошел в Стамбуле после матча между российским «Локомотивом» против турецкого «Фенербахче». Полузащитник российского клуба Дмитрий Тарасов продемонстрировал футболку с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент». По словам Тарасова, своим поступком он лишь хотел продемонстрировать свое уважение к президенту России. Отметим, что отношения между Турцией и Россией остаются напряженными после инцидента с уничтожением Турции российского бомбардировщика, принимавшего участие в операции в сирийской военной кампании. А тем временем известный экс-футболист Зинедин Зидан одержал первую победу в роли тренера испанского клуба «Мадрид». Матч 1/8 раунда Лиги чемпионов между Мадридом и итальянским клубом «Рома» завершился победой «Реала» со счетом 0-2. Новости спорта. Продолжим на чемпионате Азии по футзалу в соседнем Узбекистане. Также кипят нешуточные страсти. Сборная Кыргызстана, увы, не смогла пробиться в полуфинал. В четвертьфинале наша сборная встретилась с фаворитом турнира сборной Ирана и проиграла со счетом 8-0. По итогам матча из 8 команд следующий этап чемпионата прошли сборные Узбекистана, Ирана, Вьетнама и Таиланда. Наша сборная тем временем, тем не менее, не выходит с турнира и продолжит борьбу за 5-е место вместе с командами Японии, Австралии и Ирака. Ну а следующая новость обрадует пользователей интернета. Сервис Google Translate ввел дополнительно 1 миллион кыргызских слов в своей базе данных, что дает возможность пользователям всемирной паутины осуществлять перевод с кыргызского на другие языки. Также отметим, что кыргызскоязычная версия ресурса Википедия также пополняется статьями на кыргызском языке. Вы смотрели вечерние новости на канале ОН Мир. Всего доброго, удачи!